Всем мира, друзья! Сегодня третий выпуск о взаимоотношениях казахского ханства и Ногайской Орды в конце XVI века. Погнали! В конце 70-х годов XVI века казахское ханство, как и Ногайская Орда, были вовлечены в противостояние ташкентского и бухарского правителей. Бухарой правил Абдулла II и очень хотел использовать казахские силы против Баба-Султана из Ташкента. Однако до Абдуллы дошли слухи, что Баба-Султан хочет опередить его в переговорах с казахами. Поэтому Абдулла-хан во главе войска выступил на казахскую сторону Сырдарьи. Послы казахов, направленные для предотвращения вступления Абдуллы-хана на казахские кочевья, заверили хана, что остаются верны договору и союзу с ним. Чтобы исключить возможность сговора Баба-хана с казахским Хакназар-ханом, Абдулла отправил к казахам своего могущественного эмира Сурхона-Талыка с вестью: всем тамошним хаканам сообщаем, что мы жалуем им 4 города в туркестанском вилаяте. Также из тех же соображений Баба-Султан жаловал городом Ногайского Урмагмед-Мирзу. Это известно от ногайских послов, доставивших послание Мирзы с этим сообщением в Москву в июле 1579 года. Бухарский историк Хафиз Таныш, описывая события, связанные с борьбой Абдуллы с Бабой, называет мятежных казахских султанов, которые договорились с ташкентцами о совместных действиях против Бухары и даже совершали против нее военные действия. Однако в целом казахи не были заинтересованы в осложнении отношений с Абдуллой. Казахские властители составили заговор против Бабы с целью его уничтожения, но прежде чем должен был свершиться приговор над ним, это стало известно Бабе-Султану, и он умертвил своего тестя Джалым-Султана, прибывшего к нему на переговоры вместе с 2 своими сыновьями и 2 сыновьями Хакназар-хана. Все, кто находились в свите Джалыма, были перебиты. Ногайское посольство, прибывшее в Москву 28 апреля 1581 года, уже приводит сведения о смерти Хакназар-хана и ослаблении казахского ханства в условиях междуцарствия и военных вторжений в него. Казахский летописец Кадыр Али Джалайри упомянул о политической обстановке, во время которой погиб казахский хан. Хакназар-хан погиб по причине происшедших в нем междоусобиц. Это сообщение особенно ценно тем, что исходит непосредственно из казахской среды и помогает прояснить происходившую в то время борьбу в казахском ханстве. Гибель Хакназар-хана еще более усилила раздоры, повлекла за собой вторжение ногайских мурз, отторжение казахских улузов, бегство населения. И в этих условиях узурпировавший власть в казахской орде Шигай фактически признает себя вассалом бухарского хана Абдуллы, является к его двору, где ему был оказан исключительный почет и всякого рода милости, и пожалован хаджент. Такой исключительный почет был оказан Шигаю именно за отход от Хакназар-хана, закончившийся расправой над ним. Междоусобицы после гибели Хакназар-хана приняли еще более угрожающий характер для независимого существования казахского ханства. Это положение точно обрисовали возвратившиеся в Москву 28 августа 1581 года служилые татары во главе с Байкешем Темировым. А в казацкой орде у улусных людей ныне меж себя рознь, а государя на казацкой орде нет, а есть где и у них царевич, да еще не посажен. И многие из казацкой орды люди разошлись и по иным землям, и в Ногай, и в Бухару. Этот документ доказывает, что междуцарствие было длительным. Шигай не был признан старшим ханом, что и явилось одной из причин его ухода в Мавераннахр. О масштабах же ногайских вторжений неоднократно сообщали из Ногайской Орды. В середине июня 1581 года ногайский Кейкулат Бекмирза сообщил: «Нет друзей наших Хакназар-хана до Чалыма царевича в животе не стало, а что у них остались братья и дети и улусные люди, и брат наш, урус-князь, меня на них посылал, и твоим счастьем их улусных людей с 10 тысяч людей к себе привели. И ныне у них немного улусных людей осталось, и мы на те хотим ехать». По всей видимости, похода на казахское ханство было еще и отговоркой ногайских мурз, так как они доказывали невозможность присылки для Москвы воинских людей. Участие в Ливонской войне в условиях набегов волжских казаков на земли Орды было непопулярным, а мурзы не имели такой власти над населением, чтобы заставить их поставлять сколько-нибудь значительные отряды. Казахское государство ослабло не потому, что
сильнее была Ногайская Орда, совершавшая на него походы. Приведенные документы позволяют сделать вывод, что именно внутренние неурядицы и междоусобицы поставили казахское ханство на грань распада. В очередной раз нестройная система казахской государственности была парализована. Казахское ханство вновь лишилось значительной части своей территории на западе, северо-западе и севере. О казахском ханстве в 1583-84 годах практически не имеется данных. Из последующих сообщений можно лишь судить, что внутриполитическое положение казахского государства было неустойчивым. Очевидно, продолжалась борьба между сторонниками Шигая, которые усилились благодаря поддержке бухарского Абдулы-хана. Ногайское казахское политическое противоборство в дальнейшем из-за продвижения на территорию Казахстана айратских племен теряет свою актуальность. В памяти русскому посланнику Федору Шестунову, отправленному на переговоры со шведскими послами в сентябре 1585 года, содержится информация о прибытии в Астрахань царевичей, детей Хакназар-хана. В этом документе впервые упоминается Большая казахская орда. А ныне прислали в государя нашего отчизну в Астрахань казацкие большие орды, царевич, Хакназар, царя, дети. Бите челом государю нашему о том, чтоб их государь пожаловал, взял их в свое имя и держал их всю казацкую орду под своей царской рукой и жаловал бы их, как и нагайского у руса князя и мирс, а они хотят государю служить. А два царевича из них в Астрахань приехали на государя нашего имя, и государь наш им велел ехать к себе, к государю в Москве. К концу XVI века все чаще и чаще происходит столкновение казахов и нагайцев с передвинувшимися на территорию восточного, северного и юго-восточного Казахстана айратами. Келмагмед Мирза в 1587 году сообщал в Москву, что собирается воевать калмаков. В этих условиях острота противоречий между казахским ханством и Ногайской ордой исчезает. В посланиях из Больших Нагаев в Москву нет упоминаний о борьбе с казахским ханством, но встречаются многие факты жалоб Мурс на действия волжских и яицких казаков, от которых нагайцы терпели разного рода тесноты. Урус-князь требовал от Москвы свести казаков с Яйка. В 1586 году он даже считал возможным уход из пределов страны, откачевку на Сырдарью. А в дальнейшем сохранялось то положение в взаимоотношениях казахского ханства с Ногайской ордой, которое казахский посол хана Тевеккеля в Москве Кулмугамед в беседе с пленником России Ураз Мухаммедом Султаном в январе 1594 года охарактеризовал словами: «С Нагаи почти братья-казахи в миру, и с Тенихматовыми детьми, да с Урусовыми ни так, ни сяк». Нажим бухарского хана Абдуллы на Ургенч и туркменские племена вызвал обеспокоенность как больших нагаев, так и казахской орды. Казахи опасались также бухарско-нагайского, а через него и бухарско-русского сближения. К концу 90-х годов XVI века казахский Тевеккель-хан осуществляет мирную политику в отношении Москвы и нагаев. Без какой-либо договоренности с нагаями хан не мог бы решиться на такое крупное мероприятие, как вторжение в Мамеранахр на территорию Бухарского ханства в 1598 году. Но нагаи из-за острой династической борьбы не смогли воспользоваться благоприятным моментом для усиления своего государства. Более того, разгорелась третья по счету после 10-х и 50-х годов нагайская смута, гибельная для дальнейшего существования Большой Ногайской орды. Наступил период ее разложения и распада. К середине 80-х годов XVI века на первый план во внешней политике, ослабленного внутренними неурядицами казахского ханства, выдвинулись казахско-айратские и казахско-бухарские отношения, и казахское ханство практически прекращает активную наступательную политику за возврат земель и улусов, отошедших к Большой Ногайской орде во время нестроения 1580-82 годов. У Больших Нагаев в этот период нагайско-казахские отношения также отступили на второй план, так как они должны были защищать свои улусы как от айратов, так и от действий волжских и яицких казаков, вытесняемых русской администрацией все дальше на восток. Казахские и нагайские народы в течение нескольких веков соседствовали на исторической арене. Этническая близость населения казахского ханства и Ногайской орды
обусловило тесные контакты между ними и возникновение мощного пласта ногайско-казахской культуры, который особенно заметен в литературе и фольклоре этих народов. И в казахской, и в ногайской среде распространились эпические сказания о ногайских богатырях и исторические песни, в которых нашли отражение реальные события и внешнеполитические связи Ногайской Орды. Среди казахов и по сей день исполняются музыкальные произведения, навеянные тесными контактами и мирной жизнью между казахами и ногайцами, в которых отразились политические события и междоусобицы, которые привели к распаду Большой Ногайской Орды. Богатая духовная культура, которую совместно создавали эти народы, питала в дальнейшем самостоятельное развитие казахской и ногайской литературы и народного творчества. Воспоминания о добрососедской мирной жизни казахов с ногайцами могли реально повлиять на их судьбы вплоть до середины XVIII века. Хотя в XVI веке были целые периоды устойчивого противостояния казахского ханства и Ногайской Орды, а вражда правителей этих государств, берущая начало еще с конца XIV века, со времен Урус-хана и Едыгея, сохранялась в кратковременности войн, происходивших между двумя странами, мы усматриваем роль улусных черных людей, ногайцев и казахов, которые, выступая за мирную жизнь и спокойствие, зачастую срывали негодные замыслы ханов и биев, откачевывали от тех, кто сеял вражду между ними. Государственной идеологии, которая могла бы столкнуть эти народы, вызвать неприязнь их друг к другу, не существовало. Соперничество двух государств рассматривалось народом исключительно как вражда правителей. Ни в одном из памятников литературы и фольклоре казахов и ногайцев нет факта о борьбе между этими народами. Друзья, в будущем мы продолжим рассказывать и о ногайцах, и о казахах, поэтому ставьте лайки, активно комментируйте наши видео и подписывайтесь на наш канал. Ассаламу алейкум, сау булгас, и до новых встреч. Пока.